В Туркменистане ухудшилась ситуация с обеспечением населения продуктами, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». В городе Йолатен Марийского вилаята хлеб в госмагазинах продают по 2 буханки на семью через день. Семьи закреплены за определенными магазинами в зависимости от места жительства. Чтобы купить хлеб, люди выстраиваются в очередь к магазинам с 4 часов утра, несмотря на морозную погоду. Дефицит хлеба заметен даже в столице. Здесь хлеб в магазины завозят 3 раза в день, но в небольших количествах, поэтому всем его не хватает. Очередь люди также занимают задолго до открытия магазинов, пишет издательство. В небольших городах Марийского вилаята государственная цена хлеба, составляющая 0,5 маната, нередко завышается. При этом людям продают не более 2 буханок в одни руки. По неподтвержденным данным, с 27 ноября норма хлеба будет снижена до 1 буханки, сообщает на своем сайте Turkmen-News. По словам Turkmen-News, в обществе нарастает напряжение. Некоторые люди пытаются жаловаться на нехватку хлеба в Хакимлике. Однако, по информации источников Turkmen-News, фамилии таких людей вносят в специальные списки. Они впоследствии получают пайковые продукты самыми последними. В Ашхабаде дефицит хлеба также заметен. Жители 10, 11 и 30 микрорайонов города жалуются на низкое качество хлеба. Если его не съесть сразу, то на следующий день он скисает. По этой причине люди хранят недоеденный хлеб в морозильниках. Напомним, что дефицит основных продовольственных товаров в Туркменистане стал ощутим еще в 2017 году. Для выхода из ситуации власти предпринимали различные ограничительные меры при отпуске товаров в государственных магазинах. От ограничения количества товара, отпускаемого в одни руки, вплоть до продажи муки строго по паспортам. Однако в результате все эти меры не принесли каких-либо результатов. Дефицит сохраняется и усугубляется. Вместе с тем, режим Бердымухамедова продолжает тратить огромные суммы на различные увеселительные проекты и мероприятия ради поддержания своего имиджа, попутно принимая все новые абсурдные решения и законы, ухудшая и без того тяжелую жизнь жителей страны. Так, например, на днях Turkmen-News сообщила, что с 24 ноября белые автомобили с черными деталями кузова не проходят техосмотр в дорожной полиции Ашхабада. По информации издания, владельцев таких машин вынуждают перекрашивать радиаторные решетки, бампера и другие части в белый цвет и отказываются ставить отметку об успешном прохождении техосмотра, даже если деталь установлена производителем и технически не может быть перекрашена. Сообщается, что такое распоряжение отдал президент Гурбангулы Бердымухамедов, который возложил ответственность за выполнение приказа на министра внутренних дел Маммедхана Чакыева.